В заснеженных просторах Якутии, где вечная мерзлота хранит тайны столетий, где воздух кристально чист, а рассветы окрашивают небо в невиданные цвета, живет и творит Ольга Иванова. Она не просто жительница города Мирного, она – душа и проводник в удивительный мир культуры и быта северного народа Якутии, хранительница традиций и неутомимая путешественница. Ее блог – это окно в самобытную жизнь Крайнего Севера, сотканную из древних преданий, уникальных ремесел и бескрайней любви к родной земле. Ольга – настоящая мастерица. Ее руки, словно оживляя узоры предков, создают изящные изделия, каждый из которых несет в себе частицу души северной природы. Оля, привет! Привет, Катя! Расскажи нашим зрителям, откуда ты родом, как ты оказалась в городе Мирном, и нас еще интересуют твои увлечения, естественно. Приехала в Мирный в 2011 году, проработала в компании «Алроса» 9 лет, потом ушла, можно сказать, путешествие, да, вот мое основное увлечение. Ты ушла в путешествие, и сколько ты уже в этой сфере находишься, в творческой, я бы так сказала бы? Да. Активно, с 20-го года, наверное, а вообще я всю жизнь была творческим человеком, и всегда меня путешествия увлекали с детства. Но помимо путешествий, ты сама себя называешь еще творческим человеком. Как вообще, откуда эта любовь появилась, как ты думаешь? Может быть, у вас в школе был там супер учитель географии, и он очень интересно рассказывал. Кстати, очень хороший вопрос. Если задуматься, да, все туда уходит, оказывается, в детство, да, и это был урок национальной культуры. Все же все мои путешествия начались как раз-таки не только с любви к родной природе, да, а именно родной культуре. Вот именно наш культурный код как-то воспитал любовь к природе, к родной земле, патриотизму. Вот это все идет с детства, оказывается. То есть ты даже сейчас это только поняла, да, что это со школьной скамьи. Да. Круто. Но вот я смотрю тебя, ты очень активна в социальных сетях, и у тебя достаточно огромное количество подписчиков. Я даже скажу, что это 12 тысяч в одной сети. И очень яркие кадры. Просто я даже могу сказать, что ты, наверное, сильна в фотографии, видеографии. Все ли ты сама делаешь, есть ли у тебя помощники? И о чем твой блог? В основном, что ты любишь снимать и где ты это делаешь? В основном в поездках, да. И я люблю... Для меня, например, камера, да, это такой простой инструмент, именно показать мое видение этого мира. Если я была бы художником, да, у меня нет возможности, например, даже кисти взять, да, как-то. И мобильный телефон – это мой простой инструмент. И я люблю во все путешествия всегда брать камеру и останавливать таким образом моменты и передавать своим знакомым фотографии, как-то делиться красотой, которые, возможно, некоторые и не замечают, да, а помогают мне иногда мои подруги, и в основном я сама себя снимаю. Начнем с того, что где происходят эти путешествия. Это где-то за границей или же это в пределах, допустим, республики или одного района? Это в пределах республики Саха-Якутия, моей родной. Уже несколько лет, да, уже не выезжаю за пределы севера, можно сказать. Но если я даже за пределы республики выезжаю, то это может быть Магадан, куда-нибудь Охотское море, да, меня тянет северные просторы, да. Прям это мое, арктические просторы. Люблю, обожаю. То есть, если тебе, допустим, сказать, выбирай либо лазурный берег и жаркое солнце, да, на песочек какой-нибудь. Я выберу тундру.
тундру. Не страшно? Вот это же все-таки не совсем женское занятие путешествовать в компании. Не всегда путешественники именно по северным просторам. Это удобные какие-то шорты или там сланцы, да, это всегда должна быть какая-то подготовленная экипировка. Вот не страшно ли тебе, девушке, быть в таких условиях? И вообще, может быть, ты расскажешь свои первые путешествия, как они происходили, куда ты впервые поехала и что тебя больше, ну, там, удивило? Ну, первые путешествия, можно сказать, я с детства совершала, да, вот в тех годах транспорта-то не было. И моя мама, например, брала нас, и как-то всегда на автостопе мы выезжали в села, в деревни, да, и как-то вот полдня ты под дождем идешь. И я до сих пор это так ярко помню, и меня это так забавляло, интересовало. Мы стояли под дождем, голосовали, шли, ехали на каких только транспортах, да, например. И с тех пор вот такой азарт у меня есть, сохраняется. Например, позавчера я вернулась с Арктики, на слет оленеводов ездила. В Оленьке? Да, в Оленьке, и на том я не остановилась, вышла тоже на зимник на трассу и на автостопе доехала до Желинды. И многие спрашивают, вот автостоп, да, что за дичь, и сразу у всех, это как, типа. Ну, это с опытом приходит, наверное, это мое доверие миру. Я таким образом начинаю видеть, ну, по-другому, что ли, общаться с людьми как-то. На севере не бывает случайных встреч, и каждая встреча учит тебя. Если по экипировке сказать, да, вообще я научилась такому образу жизни, да, минимизировать вообще свой багаж, и меньше потреблять. И живя у оленеводов на стаде, да, я видела, как они одеваются, не супер дорогостоящие вещи, да, и как-то все практично должно быть. И в диких таких суровых условиях учиться именно самой быть выносливой. И как-то научилась проще относиться и делать самой погоду. У меня получается. По питанию в основном, если, например, в центральных районах летом, да, мама тормозок готовит, там сухие какие-то пайки беру, но особо не заморачиваюсь тоже. Но я всегда не 100 километров же иду сама одна пешком, да, всегда на 2 шага вперед, про безопасность думаю, всегда просчитываю, где какие остановки. И всегда с детства такая привычка есть, например, сажусь в машину в какую-то, да, например, если даже у родственников, не знаю, любая попутная машина, да, я всегда спрашиваю: а вы куда едете? А вы зачем едете? С кем едете? Почему едете? Таким образом я всегда строила себе карту, оказывается. Уже так, если я в следующий раз сюда пойду, так, значит, там будут коневоды. Ага, в это время они должны пройти туда, вот, типа, например, вот так вот уже, ну, знать. То есть ты научилась быть запасливой заранее? Да, да, заранее продумывать все наперед. Это обязательный пункт туриста любого. На 2 шага вперед просчитывать про безопасность. Ты сказала, что вот ты идешь к оленеводам, можешь там поспать без спального мешка и палатки, и, то есть и добыть пищу себе, ну, условно, там в лесу где-то ты тоже можешь. Рыбалкой, конечно. То есть при себе, ну, то есть тут соорудить удочку. Ну да, удочка, ага. И даже где-то я у тебя в твоем блоге увидела, что ты сама разделываешь дичь. А я обожаю это делать. Как ты поняла, что тебе это нравится? Ну, у меня муж охотник. И когда он из леса возвращается, это же благодарность. Надо
Именно дух Байная же для тебя же отправил вот эту дичь, и надо как-то с благодарностью вот это все упаковать, разделать и с таким достоинством подать на стол красиво. Это когда видит вот это твой муж, твой ребенок, да. И мне самой это все безумно нравится, именно вот трогать, разделывать и дичь, и рыбу на филе, даже карасики могу на филешке разделывать. И это доставляет огромное удовольствие, потому что я люблю, вот видите, именно мелкую моторику. Мгм. Ну, у тебя хорошо развито. Ага. Ну, помимо путешествий, у тебя еще есть такой талант интересный, как рукоделие. Ну да, все к этому идет, да. Ты сама вяжешь. Вот расскажи, что ты вяжешь, и даже у тебя есть уже почитатели, которые приобретают у тебя твои изделия. Я вяжу шапочки, жаккардовые ушаночки для путешественников. Они обязательно заряженные на путешествия, на дикие. Они отправляются по всему миру. Одна шапочка сейчас находится в Антарктиде, друзья. Прикиньте, с пингвинами. Как нашел тебя клиент из Антарктиды? Потому что это наш Петя. Мирнинский, он же туда уехал по работе. Он сейчас работает там, на станции Мирный. Вот. Ага. И в Норвегии, и в Корее, ну, в такие разлетаются много куда. Через интернет находят. Я ж в межпутешествиях вот это все вяжу. И на упаковку у меня времени не хватает. И я и без того душу свою вложила. И куда еще, да? Ну, не успевается, к сожалению. А так хотелось бы. Ну, помимо вязания, чем ты еще увлекаешься? Народное ремесло меня очень интересует. В поездках обязательно стараюсь знакомиться с народными мастерами. Не только знакомиться, а именно своими руками попробовать у них с первых уст научиться, как это делается, например, береста, да, я себе сделала такой туесок красивый, да, именно из конского волоса, как вот это все нитку, все скручивать, да, все, ну, с первых лист учиться, да, как это называется. Фиксируешь это все? Ну, да, в основном снимаю. Угу. Вот ремесло меня интересует. И на северные улусы, когда я выезжаю, меня интересует выделка, шкуры, как они мастерски до сих пор сохранили, да, сохраняют традиции свои. Вот это очень интересует. Вот как зайду в пошивочный цех, у меня сразу глаза загораются. Я все хочу потрогать, все хочу попробовать. Я очень хочу у вас пожить, например, такое, да. Ну вот. А как вообще относятся сами носители этой культуры, именно сами жители, те же самые оленеводы? Ну им не бывает таких там моментов, а зачем вам это надо? Ну, как-то вот бывали такие ситуации? Нет, я не припомню, потому что, кстати, вот сам путешественник, сам турист создает такую безопасную зону, кажется, да, и они в моем поле как-то находятся и сразу под мое влияние, что ли, как-то они сами начинают открываться, показывать, а у нас вот это есть, и как-то всегда получается с радостью у них. Потому что они же видят мои глаза, я все это делаю искренне. Все по душе. Ну вот у тебя очень яркий блог, как я уже ранее говорила. Есть и посты про хатоны, да, вот в хатонах ты прямо тут перевозишь большой груз ну не на оленях, а людьми, да, вот что-то переходите через реку. Это же Мунха, на рыбалку я ездила, да, это не вот, это на рыбалку, например, я ездила туда, Заречный район, отсюда из Мирного в ноябре месяце полетела на самолете. Кстати, это все дорогостоящее удовольствие, так скажу. Ну да, особенно в северный Да, район. северный район, ага. И ты же говорила, что ты уже сколько лет не работаешь? С 2020 года не на стабильной заработной плате? На шапочках, да. Серьезно? Да, конечно. У меня некоторые X2 оплачивают за одну шапочку.
И они у меня не дешево стоят. Ну, не страшно было вообще уйти со стабильной работы в такое дело, которое тебе приносит удовольствие, но ты пока еще конкретно не понимаешь, сколько тебе это денег принесет в будущем? Просто я в последние годы, сидя в офисе, у меня душа умирала. Я сидела на ровном месте, могла заплакать, и мне было плохо. Это все такие убеждения, установки родительские, да, они меня душили. Потом я решила уйти. Все, потом сегодня мне хорошо. Как на это смотрит твоя семья? Супруг, ребенок? Ну, ребенок с детства всегда со мной тоже. Путешествует, он и со мной и в МОМе, и в горах, и везде бывал тоже, пол республики объездил, да, например. Сейчас ему 19 лет, муж по возможности тоже выезжает, меня всегда берет на охоту, и весной как-то вот традиционно осенью выезжаем. Поэтому именно видя они мое отношение, да, я ж не на хихи-ха-ха езжу. Поэтому понимают. Да, и с легкостью отпускают. Ну да, это огромная поддержка семьи. Ты можешь спокойно заниматься, не переживая, что где-то тебя там не поймут и не поддержат. Но я же все равно не постоянно же в поездках, стараюсь как-то и здесь, и там. Балансировать. Да, вот именно балансировать. Так, Оля, ну вот твой блог называется Оля Фокс. Почему именно Фокс? Ну, конечно, это же наша лисичка, легенда, которая показала геологам алмазы. Вот поэтому именно выбрала То есть ты Фокс. связала? Да, конечно. Очень хочется популяризировать нашу лисичку. Например, на Байкале есть нерпа, да. Вот игрушки нерпы. Ну, хочется, да, в будущем, да, лисичку популяризировать. Вот я не раз отмечала тот факт, что у тебя очень крутые фотографии. Спасибо. Можно сказать, такие, знаешь, и ракурсы классные, и цвета хорошо подобраны профессионально. И знаю, что у тебя прошла фотовыставка с твоими единомышленниками, с девочками. Называетесь вы Arctic Fox. О чем это была выставка? Какие кадры были представлены в этой выставке? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ну, Arctic Fox – это клуб любителей приключений, да. Мы организовались в 2022 году. Это рождение в западной части Якутии туризма. Мы создавали здесь также в неизведанных местах тропы туристические, организовываем выездные походы, походы выходного дня, мирницам показываем нашу республику и влюбляем нашу культуру. Есть у тебя такая интересная рубрика в твоем блоге «Музеи Якутии». Почему именно ты выделяешь эти музеи? Все с того же детства, да. Как-то показали мне однажды музей в Татинском районе, да. И с тех пор это Черкесский музей полицильных, да. Там такой алаз огромный, и балаганы, юрты, все в таком якутском стиле, да. И я каждый год приезжаю туда, для меня это место как храм моей души, я называю, обязательно там останавливаюсь и как-то вот, отдыхаю. Вот таким образом я стала изучать и смотреть другие музеи, в поездках обязательно останавливаюсь, в музеях показываю, смотрю, снимаю, и по тропам наших именитых, знаменитых писателей могу пройти по аласам, посмотреть, прочувствовать, в каких местах они создавали свои произведения, конечно. Есть ли у тебя какие-то кумиры, идеалы, к кому ты стремишься? Или, может быть, ты знаешь, кто такой сильный человек, для тебя, лучше? Конечно. Расскажи подробно. Это путешественница Марина Галкина.
Я люблю, уважаю ее, смотрю за ее походами. Она, ну, спортивный и такой, как сказать, профессиональный турист. Вот. Вот она мой кумир. И когда я начинаю теряться, возможно, где-то, не знаю, тогда я ее видео открываю, смотрю, и все на местах становится, и самой спокойнее, и добрее. Вот. Ну, а какие трудности вообще в целом ты можешь отметить в своей деятельности? Можно ли назвать вообще всю работу, которую ты проводишь сейчас, хобби? Да. Или все-таки это твое дело всей твоей жизни? Скорее всей моей жизни, да. Видишь, как у меня глаза загораются сразу же. Когда я про свое дело рассказываю, у меня, ну, мне нравится. Мне нравится. Есть планы на будущее? Конечно, планы на будущее есть. Я не только хочу Якутию открывать, да, и хочется и за пределы республики выезжать, открывать другие республики, регионы, да, вглубь, и проникать в их глубину, в их души, да, показывать им же самим, какой может быть их республика, да, именно с моего видения. У меня, например, подписчики приглашают, показывают, например, у нас есть такие коровы в деревнях, в горах вот такие животных содержим. Переезжай к нам, к верблюду покажем. Верблюдов? Да. Это уже, наверное, за пределы республики, да? Монголия. Да, приглашают уже, ага, и хочется, ну, Якутия огромная. Я говорю постоянно, уже 2 года, и все тянется, да. Ну вот 2 года и начну за пределы. Ну, вначале, наверное, Ямал, потом уже перейду потихоньку туда, ближе. То есть в будущем ты планируешь как создать какие-то авторские туры, да, чтобы именно заказывали не только жители Якутии, но и, наверное, туристы, которые проживают за пределами, да? Это могут быть и иностранцы. Если говорить про будущее твое, да, планируешь ли ты связать свою основную такую деятельность, именно путешествия, ну, как-то монетизировать ее? Конечно. Как ты это видишь? Ну, сам простой путь — это скорее создавать гайды по маршрутов по Якутии, чтобы каждый мог приобретать, да, вот такие гайды и отправляться в путешествие с теми же, полной навигацией, да, с теми же точками, где могут останавливаться, контакты, администрация, ну и т.д. и т.п. там. Например, взять какой-то Сунтарский район, да, какие музеи есть, например, обычный турист, если даже открыть, ну, сайты не всегда работают, да, и в интернете не найдешь информацию, и тут уже достоверная информация, например, у меня будет в гайде. Ну, так, например. Или как ты думаешь, есть ли вообще какое-то перспективное будущее у внутреннего туризма Якутии? Конечно, мы только начинаем более как почву готовить, да, раскачиваемся уже сколько лет, да, но пора уже как-то более на большие масштабы. А что мешает развиваться побыстрее? Дороги, инфраструктура, и пока народ еще не понимает привлекательность туризма, что туризм может приносить и бюджет. Да, конечно. Например, живя в деревне, да, человек создает какие-то сувенирные продукции, да, почему бы нет, туристам предложи. И даже если у тебя коровник, агротуризм, пожалуйста, летом сенокос, это как интересно, это все-то очень здорово. Смотря как преподносить, если ты любишь вот это все, то люди будут покупать. Даже дрова порубить. Это очень интересно. Мне самой все это... Я так выросла, и мне самой все это нравится до сих пор, и мне с каждым разом все интереснее и интереснее. Если даже бинокль взять и выйти, пожалуйста, орнитология тебе. Какие редкие виды у нас птиц есть. Цветение. А можно и собрать
растительный мир какой. Так, каждый шаг это просто, не знаю, каждый день я, например, засыпая, да, жду уже утра. И если я даже, например, где-то в организации не работаю, я уже в 6:30, я уже все, на бегу, что-то делаю, я уже радуюсь этому дню. И так каждый день проходит. Так, ну спасибо, Оля, за интересную беседу. От начала до конца у тебя глаза горели, потому что весь наш разговор был о твоем любимом деле, о путешествиях, о блоге, в котором ты рассказываешь нашим зрителям и не только, которые проживают в Якутии, что наша республика, северные просторы — это уникальное место, и стоит только заинтересоваться. Остальное, мне кажется, уже дальше все само случится.